Здравствуйте, вы смотрите программу о лучшей футбольной команде на планете Земля. А лучшая она, потому что наша. В эфире ФК Уфа, наша команда. И с вами Жанна Байрашева и Артем Кочешев. А сегодня гости нашей студии тренер молодежной команды ФК Уфа Рустем Радикович Шеймухаметов и представитель Федерации футбола и мини-футбола Республики Башкортостан Амир Мидхатович Даукаев. Здравствуйте. Здравствуйте, мы рады вас приветствовать в нашей студии. Мы понемногу сейчас следим за тем, что происходит в футболе, за тем, как наша команда находится на сборах на Кипре, но ничего не слышим о том, что происходит с молодежной командой. Поэтому вот этот пробел сегодня Рустем Радикович должен восполнить. Рустем Радикович, расскажите, чем наша молодежь сейчас занимается, как вы начали подготовку к весенней части сезона? Ну, если взять в целом, то подготовку мы начали с 12 января. 12 января по плану работаем, пока в столице Башкортостана в Уфе. Запланированы у нас по плану сборы. Это, если забегать вперед, то с 9 по 19 февраля мы выезжаем в город Ашу Челябинской области. Это на сборы. Там уже будем заниматься более такой работой, направленной на взаимодействие игроков, ну, в футбольном плане. Сейчас, на данном этапе, мы завершили вот второй 8-дневный цикл. Занимаемся пока на улице. И у нас идет общая физическая подготовка. Задействовано 35 футболистов. Так можно назвать, конечно, уже ребят-футболистов. Но много ребят, новых ребят подключили пока на данном этапе к этой работе. Возраста с 97-й, 98-й год, это будущее, как говорится, пока вот на данном этапе. Но кто там будет, как пройдет, там это будет, покажет, конечно, сборы уже где-то в футбольном плане, я имею в виду. Сейчас пока работает очень плодотворно, всю работу выполняет. И, как наметил тренерский штаб, пока работа идет плодотворно. Да, в крещенские морозы работа идет плодотворно. Это суровые условия для ребят, суровые реалии. Это не помеха. На кипрский сбор вместе с главной командой отправились два ваших игрока. Я их называю везунчиками, ну, с учетом крещенских морозов сейчас. Это Олег Купряков и Игорь Безденежных. Как вы оцениваете их шансы на будущее в целом в главной команде? Ну, как можно сказать, наши игроки? Они все наши игроки. Что первая команда, что вторая команда, что школа наша. Все-таки Уфа футбольный клуб. Ну, по шансам они хорошо работают. Так, по отзывам, в принципе, довольны ими. Они выполняют всю работу. В каких-то моментах там есть, конечно, какие-то ошибки, но это в таком возрасте, в принципе, это простительно пока. Но будем надеяться, что не только они, еще есть группа ребят, которые прям стучатся в главную команду. Пока на данном этапе будем надеяться, что надежда, как говорится, должна превзойти все ожидания. Потому что и очень перспективные ребята на подходе. Амир Мидхатович, к вам такой вопрос. Когда мы уже начнем поставлять в главную команду большое количество местных воспитанников? Школа наша работает не так давно. Вот все-таки, как вам кажется, сколько это займет времени, чтобы на постоянной основе ребята попадали в состав команды премьер-лиги? Ну, я думаю, что здесь надо набраться всем терпения, потому что процесс обучения игроков, высококвалифицированных спортсменов, потенциал которых еще не реализовался, ну, минимум 3-4 года. То есть тут еще надо добавить вот ту футбольную культуру, которая привносит любой элитный клуб спортивный. Я даже, может быть, не на футболе говорю, любой. Вот у нас есть с чем сравнивать. И если наличие клуба элитного у нас есть, то и качество обучения сразу возрастает. Мало того, что мальчишки еще и смотрят на действия мастеров, которые у нас сегодня, они еще вот это пропитываются вот этой культурой, вот этой пониманием вот этого футбола. Вот я думаю, что если не форсировать подготовку игроков, вот Рустем Радикович подтвердит, то я думаю, что минимум 3-4 года, вот то уже второе поколение, которое сегодня набрано,
в школу, оно даст свои плоды. Вот у меня был, если с чем сравнивать, в свое время я знакомился с работой, допустим, КамАЗа, который играл в высшей лиге в свое время, бытность игроком, или вот Рустем Радович играл за Ротор. Там всплеск пошел через 3-4 года, стали подходить уже конкурентоспособные молодые игроки. И тренерский штаб уже был не просто вынужден, с радостью их принимал в составы. Вот я бы так сказал, что 2-3 года рановато, потому что эволюционные процессы какие-то в подготовке, если будут нарушаться, тогда будет какой-то огрехи в обучении. А я думаю, что оптимально 3-4 года, вот это уже вторая волна, которая нормально работает в школах, я думаю, поступит уже к нам в клуб. Мы, безусловно, желаем Олегу Купрякову и Игорю Безденежных удачи, как минимум, на этом сборе. Ну, а с нашей главной командой на просмотре находится еще несколько потенциальных новичков. И вот сейчас я нашим телезрителям предлагаю с ними познакомиться. Дмитрий Зинович, полузащитник, 25 лет, воспитанник ярославского «Шинника». Последним клубом была «Балтика» из Калининграда. За карьеру сменил 8 команд. Дмитрий Стоцкий, крайний защитник, 25 лет, еще один игрок в «Балтике», к тому же ее капитан. В отличие от Зиновича, является воспитанником калининградского футбола и практически всю карьеру провел в родном клубе. Олег Шалаев, полузащитник, 22 года. В столь юном возрасте успел сменить немало клубов, а последним стал болгарский коллектив «Хаскова». Александр Тумасян, полузащитник, 22 года, родной брат Дениса Тумасяна, имеет опыт выступления за национальную сборную Армении, игрок финского клуба «Якобстад». Федор Придрагович, атакующий полузащитник, 19 лет, воспитанник боснийского клуба «Бороц» из города Баня-Лука. Игорь Шевченко, нападающий, 29 лет, воспитанник самарского футбола. Последним клубом была московская «Торпеда». Александр Зинченко, 18 лет, полузащитник, воспитанник донецкого «Шахтера», один из лучших игроков Украины своего возраста, один из лидеров юниорской сборной своей страны. Ну что ж, эти игроки могут уже в ближайшее время оказаться в стане футбольного клуба Уфа. К тому же, надо сказать, что уфимцы уже провели 3 контрольных матча. Один из них против кипрского клуба Нео Саламина и уступили со счетом 0-1. И также 2 поражения от Екатеринбургского Урала. Разными составами уфимцы проводили эти матчи. Это то, что касается главной команды. Возвращаемся к нашему молодежному составу. Вы уже, Рустем Радикович, начали говорить о том, как изменится состав команды. Надо ли понимать, что сейчас будет ставка сделана в основном на ребят 95-го года рождения и младше, соответственно. И в этой связи такой вопрос. Какое будущее ожидает ребят 94-го года, которые костяк команды составляли в начале сезона? Ну, в основном 94-й год, конечно, кто играл в том году, конечно, пока остаются. И до конца сезона этого, когда завершится в мае. Ну и 97-й год, 96-й, 95-й год, я думаю, что какое-то количество ребят будет задействовано уже в этом году. Потому что, я думаю, они себя проявят, покажутся и руководству клуба, и тренерскому штабу, что они достойны уже выступать в молодежной команде, именно в дублирующем составе премьер-лиги. Остальные ребята, которые, может быть, не пройдут, там, таким словом можно сказать, есть такая информация, что будет создана команда, которая будет играть на Башкирию. Это хороший, в принципе, стимул для ребят, которые, чтобы где-то в каких-то моментах, чтобы однозначным решением, чтобы не завершали футбольную карьеру, а где-то, может быть, на данном этапе не показали себя, а где-то постарались показать себя, проявить в другом чемпионате, именно в чемпионате Башкирии, первенстве Башкирии. Ну и хотелось бы отметить, конечно, сейчас на данном этапе главный тренер Сергей Александрович Тамаров находился на сборах с главной командой. Сейчас он находится на учебе, тоже в Турции. И каждый день мы с ним, как говорится, держим связь. И таким коллегиальным решением будет принято решение, кто останется в команде и кого будем задействовать, новых футболистов. Я думаю, взаимодействие хорошее у нас в тренерском штабе. Это очень много значит для команды, для футбола, потому что если руководство работает на
на одной планке, как говорится, то всегда результат есть и будет, я думаю. Повышение профессиональных кадров идет у них полным ходом. Как стоит Да, заметить. и тренеры детской школы тоже сейчас проходят учебу. Ну, если коснуться детскую школу, то, я думаю, еще раз повторяемся, конечно, но в этом году в школе-то всего 1 год. Уже такие результаты очень хорошие, в хорошем плане, потому что и хорошие занятые места на различных турнирах. И я думаю, что, вот правильно сказали, какое-то время, и я думаю, лидирующие позиции будут занимать уже школа, да. Такой вопрос. Вы приняли команду уже по ходу чемпионата. Вот как оцените тот отрезок, который команда провела уже во главе с новым тренерским штабом? И что помешало, может быть, добиться более серьезных результатов? Ну, как говорится, все-таки приняли команду не то чтобы сказать, что в каком-то состоянии или как-то что-то, но все-таки надо было по ходу турнира, сезона решать какие-то задачи и именно в коллективе. Сейчас, я думаю, можно даже сказать, что коллектив где-то на 60% обновился. Это, в принципе, пошло на пользу. По результатам, конечно, пока плачевные результаты, но на результат, я думаю, всякие факторы где-то решили. Но сейчас, я думаю, команда покажет себя, проявит себя во всех аспектах, как говорится, футбольной жизни и достойно завершит чемпионат. Рустем Радикович, еще один вопрос, который нас волнует. Уж мы вам атаку сегодня устроили, блиц-опрос. Вы считаете, что состав молодежной команды должен формироваться только из местных воспитанников? Или все-таки приемлете, что могут входить и воспитанники других городов? Ну, если взять в общих чертах, то, конечно же, другие команды там сбалансированы, именно сформированы с различных городов, да, они там с детских лет там призываются в станы этих клубов, и сейчас они играют, конечно, но задача у нас, конечно, своих воспитанников воспитывать, и чтобы они проявили себя на должном уровне. Много звонков с других городов, просто сейчас, если взять такой момент, что мало команд и во второй лиге, и в третьей лиге, футбол как таковой, а дети занимаются с маленьких лет, вырастают на каком-то этапе, вот 18-19 лет, им некуда уже идти. И все. Приходится вот такие решения принимать, что в таком возрасте неохота заканчивать с футболом. Много моментов, но трудолюбие, труд, как говорится, все перетрут, да. Будем надеяться, что все у нас будет хорошо. Еще хотелось бы коснуться именно нашей главной команды. Вот просто мы постоянно контактируем и на выезде, и в домашних играх. Очень хорошая атмосфера в команде. Это влияет на подрастающее поколение, вот, которое, да, очень приятная аура такая в коллективе, в команде. И помогает во всех отношениях. Помогает. И я думаю, где-то вот с таких моментов и приходит результат. Будем надеяться, что завершим сезон на хорошей ноте. Да. Амир Медхатович, вы сейчас занимаетесь чемпионатом республики по мини-футболу среди ветеранов. Можете рассказывать об этой лиге? Да, значит, реализовался проект, который давно вынашивался. Надо признать, что и до этого были чемпионаты среди ветеранов, турниры среди ветеранов. Они проходят и в других городах. Но вот тут в этом сезоне все-таки решили открыть такой проект, как чемпионат регулярный чемпионат Башкортостана по мини-футболу среди ветеранов 45+. Вот такой проект. Сегодня уже сыграли первый круг. Игры проходят у нас в отличном зале спорткомбината «Нефтяник», который сейчас передан футбольному клубу Уфа. Созданы все условия для ветеранов. Вот, и с удовольствием приезжают все те люди, которым вот в такой возраст, и которые не понаслышке знают, что такое футбол. То есть проект, он и идет. На последнем туре первенства республики побывала наша съемочная группа, и я сейчас предлагаю посмотреть небольшой сюжет.
водитель, полковник, банковский служащий. В повседневной жизни все они разные. Но на футбольном поле генералов нет. Тут все равны. Кто-то еще мальчишка гонял мяч во дворе. Кто-то добился немалых успехов в профессиональном спорте. Им всем уже за 40, но в скорости и желании играть они смогут дать фору. Пока Олег Купряков на сборах с главной командой футбольного клуба «Уфа». Его отец Александр не прочь и сам выйти на поле и, как в молодости, с той же прытью и упорством отдать пас или забить победный гол. Турнир очень хороший в плане того, что собрались здесь ветераны. Есть мастера у нас, с которыми приятно пообщаться, приятно поиграть. Турнир очень хороший в плане того, что и получить опыта можно где-то немножко. Вообще выплеск эмоций, адреналина такого вот. Как признаются игроки, чемпионат для них стал не просто возможностью встретить старых друзей и поиграть в любимую с детства игру, но и способом забыть про дела и заботы и вновь почувствовать себя молодым. Горести, печали, какие-то заботы за территорией, за спортивной площадкой. Выходят на поле, бьются, играют, выплескивают адреналин. Но это заряжает. И вы можете посмотреть, вот нам здесь многим за 50 лет, мы играем, мы живы, мы здоровы, дай бог всем. На первом месте турнирной таблицы находится команда «Ирбис». Но совсем немного ей уступает «Акцент Плюс» и «Октябрьский». Впереди 3 недели заслуженного отдыха. Следующий тур пройдет 15 февраля. За это время футболисты успеют не только отдохнуть, но и провести работу над ошибками. Ведь шанс стать победителем мини-футбольного турнира среди ветеранов есть у любой команды. Амир Минхатович, первенство называется «Среди ветеранов», но там играют действительно звезды прошлых лет, скажем так. Да, вы правы. В этом чемпионате, я так несколько пафосно все-таки скажу, принимают участие те люди, которые годами создавали репутацию башкирскому футболу. Это все те наши знаменитые футболисты. Это и Рустем Радикович участвует в этом чемпионате в составе команды «Гастел», и Александр Лапин, мастер спорта Александр Лапин, и Андрей Каткин, и Юрий Довженко, и Олег Печенкин, наш легендарный, не побоюсь этого слова, вратарь. И все те, кто участвовал во всесоюзных, в российских и в республиканских соревнованиях. Ну и, конечно, те, кто играл в статусе любителя в чемпионатах Башкирии. И вот у нас 11 команд. Мы играем раз в месяц, собираемся все вместе, играем в спортивном зале, пока по правилам мини-футбола. В планах в июне месяце, после того, как на нефтянике постелят поля, Федерация футбола и футбольный клуб уже нам предложил и продолжить этот чемпионат и на открытом воздухе. То есть пока форма будет в такой, усеченной по правилам мини-футбола, приятно находиться в этой атмосфере. Пусть будет он несколько ностальгический, но все молодым показать можно. Дети же присутствуют на наших играх, футбольная школа. Футболисты, юные футболисты тренируются после нашего турнира. Они все с удовольствием сидят на трибунах вместе с родителями, смотрят. Скорости может не те, но мысль-то никуда не деть. Поэтому очень приятная атмосфера. И я думаю, что поэтому люди там с удовольствием приходят, жены приходят, даже дети приходят. Я вам даже скажу еще одну такую вещь. Жаль, что мало времени вы мне даете. Но интересная особенность. Уже у нас поколение играет. Вот я встречаю там и Сафаров, Ирик Халитович. Сын уже за 30, и отец и сын играет. Вот такие особенности. Я вам много примеров. Олег Купряков. Да, как раз в нашем сюжете. Папа играет, Александр Купряков прекрасно, уже вошел в список лучших бомбардиров. Видите, все эти традиции, они сохраняются. Я бы даже сказал такую вещь еще в том, что это внимание, которое сейчас стал оказывать футбольный клуб, внимание не только профессиональному, но и массовому, это говорит о том социальном проекте важном, который сейчас реализуется у нас на территории Башкирии, Уфы, то есть внимание президента, очень сильный менеджмент клуба, это внимание школы, очень требовательное отношение, плюс массовый футбол у нас на территории Башкортостана. Это все самая блестящая идея, которая реализуется, и люди видят, что это надолго, это всерьез. Столько сказано дифирамбов сегодня всем игрокам, ветеранов данного турнира. И расскажите, пожалуйста, ваше мнение, чисто как члена команды ветеранов и человека, который участвовал в данном турнире, уровень
его? Насколько был организован? Ну, опять я уже давал интервью. Я просто повторюсь, почему я играю за Гастелло. Я просто воспитанник именно этого клуба. Именно этого клуба с 12 лет. И это мой родной клуб. И даже за ветеранов я выступаю за этот клуб. Это очень приятно. Но просто результат результатом, а все равно футбол тянет на футбольное поле, как бы ни было. У всех все перебинтованные, все замотанные, но все равно душа лежит к футболу. Это очень приятно, и создали такой турнир. И просто нельзя терять традиции футбольные и продолжать, чтобы этот турнир развивался еще более в широком масштабе. Амир Митхатович, как мы поняли, география участников весьма широка. Ожидаете ли, что еще какие-то населенные пункты республики присоединятся? Согласно регламенту, у нас скомплектована, будем так говорить, первая группа, высшая группа, где сегодня 11 участников. Это помимо уфимских команд, это и команда Октябрьского, это и сборная Нефтекамска, и команда Межгорья. К сожалению, в этом сезоне по объективным причинам не смогла выступить команда Стерлитамака, мы ее ждем, то есть 12-я. А сама структура такая, что уже сейчас поступают заявки от других районных центров и городов Башкортостана. Вот у нас нет Ишимбая, Салават, это же богатейшие футбольные традиции. И Туймазы, где очень много воспитанников и традиции футбольные сильные. Это будет образована вторая группа, и обмен между лигами будет спортивный. То есть команда, занявшая последнее место, будет покидать нашу первую группу, и взамен будет приходить команда сильнейшая из второй группы. Амир Митхатович, вот у вас большой опыт работы в спорте, и в хоккее, и в шашках. Но вот ваше более трепетное отношение почему-то к футболу. Или, может, мы ошибаемся? Ну, футбол, наверное, как сказать, это здорово, когда вот мы с Рустемом Радиковичем, наше увлечение детское, оно превратилось в профессию. Но сейчас у меня статус такой, вы правильно заметили, изучили мою биографию, готовились, приятно. Наверное, скорее всего, навыки определенные пригодились добиваться целей, и как управленцем, может быть, спортивным. Вы еще забыли упомянуть, что я и тренером работал детским. То есть у меня... Мои дикие извинения. Мне до сих пор приятно вслух об этом сказать, то есть я себя считаю детским тренером, вот как по духу. А так, наверное, футбол – это диагноз наш. Но он еще и перерос плавно в нашу профессию. А когда увлечение перерастает в профессию, вы сами знаете, что всегда интересно работать, времени жалеешь. И когда руководство клуба и федерации ко мне обратилось помочь составить турнир, невзирая на то, что я работаю сейчас в образовании, в спорте, спортивная школа, на мне очень серьезно развивающаяся. Тем не менее, откликнулся и помочь, потому что общее дело как бросишь. Рустем Радикович, вы работали и со взрослыми командами, и вот сейчас работаете с молодежью. Где вам комфортнее? Раскрывать новые таланты или уже работать со сложившимися? В нашей работе комфорт не нужен. Нужно, опять-таки, я повторюсь, работа, еще раз работа. Да, но я думаю, везде тяжело, но все-таки со старшими ребятами, конечно, более привычнее. Хотя я работал и с маленькими целый год, с 3-м годом в школе работал. Но таким коллегиальным решением меня перевели именно более старшую возрастную группу, молодежную. Я думаю, приложим все свои силы, опыт и старания для хорошей работы. Рустем Радикович, как главной команде вам придется весенний турнир провести не в Уфе? Насколько сильно это влияет в целом на состав команды, на его состояние в коллективе и вообще на работу? Ну, если затронуть такие вопросы, конечно, особенно для молодежной команды есть какие-то моменты такие тяжелые. Почему? Потому что все-таки, если игры на выезде, они как домашние считаются. У нас все-таки где-то из главной команды помощь идет. Там 3 человека играют с главной командой. Поэтому приходится брать усеченный состав, как бы ни было, на выезд особенно. Но я думаю, каждый, кто попадает в этот список, должен проявлять на все 100% на футбольном поле. Ну и другие ребята, которые остаются, которые не задействованы в этих играх, я думаю, будут
подспорье работать и стараться пробиться еще выше. Ну что ж, пожелаем удачи нашей молодежной команде. Спасибо, Рустем Радикович, спасибо и вам за то, что пришли. Будем внимательно следить за развитием нашей ветеранской лиги. Ну а на этом наша программа подошла к концу. ФК Уфа – наша команда. Пока-пока.